Доброе утро. Сегодня четверг, 13 февраля. В Чувашии выбирают лучшего педагога в Республике. Стартовал конкурс «Учитель года Чуваши-2020». Сейчас идет муниципальный этап, который продлится до 20 марта, затем начнется республиканский, который завершится 1 апреля. Заключительные дни конкурса педагоги, прошедшие сито отбора, проведут во второй школе в Урнарах. Именно там работает победитель прошлого республиканского конкурса, учительница английского языка Ольга Физер. Финалисты проведут открытые уроки, а затем педагоги, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие в открытой дискуссии. Это будет последнее испытание. Тот, кто себя лучше всех в дискуссии покажет, и получит звание «Лучший учитель года 2020». Активисты организации «Чистая среда Чуваши» запустили необычный флешмоб. Чтобы принять в нем участие, нужно написать пост в социальной сети ВКонтакте, как проходит сортировка мусора у вас дома. Только не забудьте прикрепить к посту фотографии. Судя по публикациям, которые отмечены хэштегом «Я сортирую сырье», людям такая затея пришлась по душе. Итоги конкурса организаторы планируют подвести в эту субботу на молодежной площадке ХБК. Призы, разумеется, экологические. Фруктовки, блокноты из винных пробок и ручки, созданные из утилизированных зубных щеток. А в 49-м столичном детском саду малышей с самого детства вовлекают в чувашскую культуру. Причем совсем необычным способом. В дошкольном учреждении есть группа «Норспе». Ребята, которые ходят туда, не только изучают чувашский язык и погружаются в традиции народа, но еще и готовят национальные блюда. Пока юные кулинары раскатывают тесто для будущего блюда, воспитатель группы начинает увлекательную игру. Саша? Ага. Чуга. Чуга. Из чего это делается, Саша? Так малыши запоминают название блюд. Сегодня в меню вареники. На чувашском это лакомство из творога называют хуран-кукле. Но с лепкой у малышей пока есть проблемы. Но на помощь приходят мамы. Посильнее вот так вот зажимаешь, что-то бежит. В деревне все это видели, как наши родители готовят. Сейчас уже живем в городе, все это забывается. Очень интересно было заново все это вспомнить. Идея организовать группу с чувашским уклоном принадлежит Альбине Алексеевой. Она работает в 49-м детском саду 35 лет. За это время Альбина Анатольевна изобрела приемы, которые помогают ей легче донести незнакомую на первый взгляд информацию до детей. Чтобы заинтересовать детей, я и в быту, в режимных моментах использую чувашские слова. Вроде бы дети и не понимают эти чувашские слова. Я постоянно говорю «аджи-буджу». Это им очень нравится. На подходе День защитников Отечества, так что вполне вероятно, что за столами вместе с детьми будут сидеть и папы. Вообще без традиционных чувашских игр, песен и танцев в саду не обходится ни один праздник. Ведь именно таким ненавязчивым образом проще всего приобщить подрастающее поколение к национальной культуре. Кстати, если у вас тоже появилось желание поэкспериментировать на кухне и приготовить на завтрак настоящее чувашское лакомство, в этом поможет книга рецептов. Чувашское книжное издательство отпечатало сборник рецептов исконных национальных блюд. В книге не только варианты традиционных чувашских мясных, рыбных деликатесов, супов и сладких угощений. По ней можно научиться готовить, скажем, гуся по-яльчикски. Также в сборнике собраны рецепты современной кухни, позаимствованные из соседних регионов. Приятного аппетита тем, кто завтракает, а тем, кто уже собрался на работу. Удачного дня и до завтра!